حقيرة مقيرة غامرة غدوك حدوخة مدوخة غكورة غدوك. Уважаемые жертвы сталинских репрессий 1944 года, уважаемые потомки жертв сталинских репрессий 1944 года, 23 февраля 2019 года исполняется 75 лет начала поголовной депортации в Казахстан и Среднюю Азию ингушского и чеченского народов. Со своей тысячелетней исконной родины насильственно было депортировано около полумиллиона ингушей и чеченцев. Эта варварская бесчеловечная акция была осуществлена фашистом Сталиным в надежде на полное вымирание депортированных в условиях жестоких морозов, голода, нищеты и массовых болезней. По сфабрикованным клеветническим основаниям в Казахстан и Киргизию было выселено более 90 тысяч ингушей. И это происходило тогда, когда десятки тысяч ингушских и чеченских воинов с доблестью и отвагой, не жалея своей жизни, защищали нашу родину, Советский Союз. Многие из этих воинов были отозваны с фронтов и отправлены в ссылку вслед за своими народами. В результате депортации наш народ понес тяжелые утраты. Непривычные для кавказцев морозы, отсутствие необходимых продуктов питания, непосильный труд на тяжелых физических работах и элементарных условий для лечения больных привели к массовым смертям ингушей, в том числе и в молодом возрасте. По разным причинам умерли десятки тысяч человек. Тяжелая ситуация в быту репрессированных народов усугублялась крайне агрессивной, клеветнической, морально-психологической обстановкой, созданной властями среди местного населения. Ингуши и чеченцы были охарактеризованы как враги народа, способные на любые преступления, вплоть до людоедства. Потребовалось какое-то время, чтобы развеять образ врага, созданный усилиями сотрудников НКВД. Искренние и прямые от природы, мужественные, трудолюбивые, щедрые, готовые прийти на помощь нуждающимся, ингуши и чеченцы убедили местное население в том, что их необоснованно и умышленно оклеветали. В областях Казахстана и Киргизии, куда были сосланы ингуши, по-разному складывалась социально-экономическая ситуация. Во многих областях свирепствовали голод и болезни. В этих условиях ингушским мужчинам приходилось жертвовать собственной безопасностью и свободой, чтобы добыть даже незначительный объем пищи, как для своих родных и близких, так и для других ингушей, оказавшихся в тяжелом положении. А таковых было немало. И связано это было с тем, что во многих семьях не было взрослого мужчины-кормильца. Действия ингушских мужчин по добыче пропитания только в рамках действующего законодательства не всегда давали желаемые результаты. В этом случае они шли на риск ради спасения от голода стариков, женщин, детей. Редко такие действия приводили ингушских мужчин на скамью подсудимых. В этом случае арестованных подменяли родственники или односельчане. Я прекрасно помню, как после смерти Сталина в 1953 году была объявлена амнистия, и многие ингуши, освобожденные из-под стражи, вернулись домой своим родным и близким. Среди них было несколько человек и моих родственников, проживавших в деревне Новокаменки Северо-Казахстанской области. Особого внимания заслуживает тот правовой режим, который был создан преступным сталинским режимом в отношении всего депортированного населения. В связи с тем, что ингуши, как и другие депортированные народы, постоянно высказывали надежду на скорое возвращение на свою историческую родину, органы власти издали правовые акты, направленные на уничтожение этой надежды. Так, Совет министров СССР издал постановление от 24 ноября 1948 года о выселенцах. В первом же пункте этого постановления сказано:
установить, что переселение в отдаленные районы Советского Союза чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и других произведено навечно, без права возврата их к прежним местам жительства. За самовольный выезд, побег из мест обязательного поселения этих выселенцев, виновных, привлекать к уголовной ответственности, определив меру наказания за это преступление в 20 лет каторжных работ. Данное постановление подписал лично Сталин. Посчитав недостаточным издание этого постановления, Президиум Верховного Совета СССР издал указ от 26 ноября 1948 года, в котором было подтверждено переселение на вечные времена и 20 лет каторжных работ за самовольный выезд с мест поселения. Депортация оказала отрицательное влияние на политическое, социальное и культурное развитие нашего народа. Первые десятилетия наши выпускники школ не имели возможности обучаться в высших средних учебных заведениях. До определенного времени наших юношей не призывали на службу в армию. Ингуши были лишены права избираться в органы власти. Лишь редкие ингуши получали руководящие и инженерно-технические должности. Общая ситуация, складывавшаяся вокруг нашего народа, не внушала оптимизм. Только существенные изменения и прежде всего возвращение на родину могли создать условия для нормального всестороннего развития ингушского народа. Смерть Сталина в марте 1953 года укрепила надежды репрессированных народов на возвращение к местам прежнего проживания. Патриоты ингушского народа активизировали обращение в высшие органы власти СССР с просьбой вернуть ингушский народ на свою историческую родину и восстановить его государственность. Эта работа дала свои результаты. 9 января 1957 года были изданы указы Президиума Верховного Совета СССР и РСФСР о восстановлении Чечено-Ингушской АСР. По данным комиссии ЦК КПСС, занимавшейся вопросом восстановления ЧАСР, к этому времени на свою родину уже вернулись 11 тысяч ингушей и чеченцев. Казалось бы, что процесс возвращения ингушей на свою родину должен был давно и успешно завершиться. Но все оказалось гораздо сложнее. Восстанавливая Чечено-Ингушскую АСР, органы власти СССР и РСФСР в нарушение действующей на тот период Конституции оставили пригородный район и часть земель Малгобекского района в составе Северной Осетии. С того времени и по настоящее время власти Северной Осетии, грубо и умышленно нарушая действующие Конституции СССР и СССР, препятствовали и препятствуют возвращению ингушей к местам их проживания до депортации 1944 года. Ингуши, родившие в селе Ахтиюрт пригородного района, еще во время существования Ингушской автономной области, с 1944 года и с момента восстановления нашей республики с 1957 года могут вернуться в село, где они родились и где прошло их детство. На официальные обращения ингушей к руководству Северной Осетии и пригородного района с просьбой выделить им новый, не принадлежавший им до 1944 года земельный участок, получают ответы, что земельные участки выделяются только тем гражданам, которые проживают в этом населенном пункте Сунжа-Ахтиюрт. Эти ответы являются незаконными и преступными, поскольку закон о реабилитации репрессированных народов и закон о реабилитации жертв политических репрессий установили право граждан на возвращение и проживание в том населенном пункте, из которого они были выселены или сосланы по решению Сталинского суда. По официальным данным архива Чечено-Ингушской АСР, на 1 января 1944 года в пригородном районе проживало 32 тысячи человек. Из них более 30 тысяч ингушей. Это третья часть ингушского народа, выселенного в 1944 году. Если учесть, что в настоящее время общая численность ингушского населения, включая проживающих и за пределами республики, насчитывает более 500 тысяч, то становится очевидным, что третья часть от этой общей цифры, или не менее 160 тысяч ингушей, являющихся выходцами из пригородного района,
до сих пор лишены права на проживание в своей части пригородного района с гарантией соблюдения их конституционных прав. Здесь нам нужно перейти к трагическим событиям 1992 года. Руководствуясь тем, что в Северной Осетии с 1957 года умышленно и в массовом порядке нарушаются конституционные права граждан ингушской национальности, патриоты ингушского народа постоянно вели работу по восстановлению юрисдикции ингушского народа над пригородным районом. Этому был посвящен митинг 1993 года в городе Грозном. Этому были посвящены многочисленные устные и письменные обращения ингушского народа в 80-е и 90-е годы в высшие органы власти страны с просьбой восстановить справедливость. Наше национальное телевидение очень часто предоставляет слово неким лицам, осуждающим организаторам и участников политических митингов. И руководству ингушского телевидения, и тем ораторам сообщаю, что по требованию многотысячного бессрочного митинга ингушского народа, состоявшегося в Назране в 1990 году, Верховный Совет СССР направил в Ингушетию специальную комиссию во главе с Беляковым, которая положила на стол руководству страны письменное заключение о том, что требования ингушского народа о возврате пригородного района, удерживаемого Северной Осетией, являются законными. Признавая правомерными требования ингушского и других репрессированных народов о восстановлении их прав, нарушенных сталинским режимом, Верховный Совет РСФСР 26 апреля 1991 года принял закон о реабилитации репрессированных народов. Находясь тогда в Верховном Совете РСФСР и в последующем анализируя поступки высокопоставленных должностных лиц, мы поняли, что федеральные органы власти не собираются исполнять этот закон. Предположение подтвердили и трагические события 1992 года, продолжающиеся по настоящее время. Политическую атаку на закон о реабилитации репрессированных народов организовали власти Северной Осетии. Силовую поддержку им в этой борьбе оказало руководство МВД России и Вооруженных сил Российской Федерации. Разумеется, все эти действия осуществлялись по прямому указанию и санкций президента Российской Федерации Ельцина Бориса Николаевича. Находясь в марте 1991 года на Кавказе, Ельцин Борис Николаевич обещал осетинам, что Верховный Совет не будет принимать закон о переделе территорий. Несмотря на это, закон приняли, оставалось воспрепятствовать исполнению закона. Имеется в виду, властям Российской Федерации оставалось воспрепятствовать только этому. В этих преступных целях федеральные власти оснастили оружием осетинские вооруженные формирования, признанные незаконными Верховным Советом РСФСР, и поставили перед ними задачу провоцировать ингушей на вооруженное противостояние. В этих целях в районе поселка Южный, в городе Владикавказе и в некоторых других местах было убито несколько ингушей. Несмотря на это, ингуши не поддались, так как не готовились ни к каким противоправным действиям. К осени 1992 года ингуши получили от высших органов власти СССР и Российской Федерации 9 правовых актов, предусматривающих реабилитацию ингушского народа, в том числе и территориальную. При такой ситуации любому здравомыслящему человеку было очевидно, кому нужен мир, а кому война. Ответы на эти вопросы дают следующие официальные государственные документы. Вопреки утверждениям осетинской пропаганды, что вооруженные события 1992 года начались утром 31 октября 1992 года нападением группы лиц ингушской национальности на КПП «Усиление Чермен», следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Российской Федерации Костарев указал в своей справке, что в ночь с 30 на 31 октября 1992 года подверглись массированному обстрелу ингушские кварталы сел Ир и Камбелеевское. Вызывает особый интерес текст обращения президента Российской Федерации Ельцина к войскам, направляемым в Осетию в зону боевых действий. В этом обращении говорится: «Обращаясь к вам в час испытания
для нашей Родины. Воинствующие националисты развернули прямую вооруженную атаку на конституционный строй России, ее безопасность и территориальную целостность. Под угрозой оказались жизни многих тысяч россиян. Виновные должны понести всю ответственность в соответствии с законом. Многое будет зависеть от ваших решительных действий, выполнения вами присяги России. Я, как президент, призываю вас проявить высокое чувство долга. Ваши действия защищены и гарантируются законом и поддерживаются народом. Вот с такой установкой Ельцин отправил войска в зону той трагедии, которая произошла в Осетии. Объяснить смысл обращения Ельцина к войскам со всей солдатской прямотой взялся генерал-полковник Филатов, работавший начальником гражданской обороны и заместителем Шойгу. Выступая 1 ноября 1992 года по осетинскому телевидению, Филатов сказал: «Ну, в эти тяжелые дни, которые переживает сегодня народ Осетии, я хотел бы хоть что-то приятное сказать. Сегодня в 12 часов 45 минут приземлился первый самолет с воздушными десантниками, с техникой и вооружением из состава парашютно-десантных полков, которые будут размещены здесь, на территории Осетии. Россия не забыла своих верных сынов осетин, которые верой и правдой служили ей долгие годы. И уже сегодня воздушные десантники во взаимодействии с войсками Министерства внутренних дел России, Министерства внутренних дел Северной Осетии начнут боевые действия против агрессоров и тех, которые не хотят, чтобы на земле Северной Осетии спокойно жил народ, чтобы он возделывал свою землю, чтобы он пользовался результатами своего труда. И пользуясь тем, что мне предоставлена такая возможность выступить по телевидению перед народом Осетии, в которой я действительно приобрел очень много друзей, верных друзей, видимо, таких, какие могут быть осетины, я хочу предупредить всех остальных, которые могут попасть в зону боевых действий сегодня, завтра и если будет и послезавтра. Потому что я не думаю, что мы долго будем вычищать тех, кто нарушает мирный труд осетин. Это выступление генерал-полковника Филатова я слушал, сидя дома у себя, записал его на магнитофон, и вот то, что я прочитал, это слово в слово соответствует выступлению Филатова. Как видите, федеральная власть организовала это ужасное побоище и пыталась обвинить ингушей в агрессии. Следователи установили, что незаконное вооруженное формирование Северной Осетии при пособничестве российских властей были оснащены сотнями единиц бронетехники, десятками тысяч единиц стрелкового оружия, а затем совместно с иностранными военными формированиями из Южной Осетии и под прикрытием российских десантников осуществили этническую чистку территории Северной Осетии от граждан ингушской национальности с явными элементами геноцида. Именно поэтому Генеральная прокуратура Российской Федерации не решилась исполнить указания президента Ельцина о привлечении к ответственности всех виновных. Виновными оказались он сам и вся его военная команда, орудовавшая при этом геноциде. Есть очень мудрые люди, в кавычках, которые эту трагедию ингушского народа до сих пор называют осетино-ингушским конфликтом. Как сказал генерал Филатов, вычищали ингушей из Осетии не для того, чтобы пускать назад свои дома. Всеми процессами по угнетению прав ингушского народа руководят должностные лица Российской Федерации. Особой правовой оценки правоохранительных органов заслуживает служебная записка министра внутренних дел Российской Федерации Нургалиева и полномочного представителя президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Козака Дмитрия от 23 марта 2007 года, направленная президенту Российской Федерации Путину. В этом документе сказано, что осетины не хотят жить вместе с ингушами, поэтому вынужденным переселенцам, имеется в виду ингушам, надо разъяснить о целесообразности жилищного обустройства в новых, согласованных с ВМС России местах расселения. Вот такую судьбу нам уготовили Козак и Нургалиев. Этим документом высокопоставленные должностные лица Российской Федерации
призывает президента России поддержать экстремистские позиции и действия осетинских властей. Генеральная прокуратура Российской Федерации проинформирована нами об этом документе, но свои обязанности по оценке данного документа она не исполнила. Министерством внутренних дел Российской Федерации издавался приказ, которым был утвержден порядок возвращения вынужденных переселенцев к местам прежнего проживания. Смысл этого документа был таков. Администрация населенного пункта, куда желал вернуться ингуш, должна была провести собрание соседей ингуша и спросить у осетин, согласны ли они на возвращение ингуша в свой дом. Указанные выше документы подписывали должностные лица высокого ранга, что невозможно без указания от самых верхов власти. Всем нам хорошо известно, в какой ситуации мы находимся в настоящее время по вопросу ликвидации последствий трагедии, названной осетино-ингушским конфликтом. Многочисленные письменные и устные обращения ингушского народа к руководству Российской Федерации, правоохранительным и другим исполнительным органам власти страны с просьбой обеспечить соблюдение конституционных прав граждан ингушской национальности на территории Северной Осетии остаются без малейшей реакции. В связи с этим 9 октября 2003 года в Государственной Думе Российской Федерации состоялись парламентские слушания на тему о мерах, принимаемых органом государственной власти по возвращению вынужденных переселенцев в пригородный район Республики Северная Осетия-Алания. По результатам этих слушаний были приняты рекомендации, в которых был определен большой круг задач, стоящих перед всеми органами власти Российской Федерации, причастных к разрешению этой проблемы. Как и следовало ожидать, ничего из того, что рекомендовалось, до сих пор не сделано. До сих пор остаются закрытыми для возвращения ингушских беженцев населенные пункты пригородного района Ир, Камбелеевская, Октябрьская, Терк, Черноречская, город Владикавказ, центральная часть села Чермен и другие. Без учета воли ингушского населения, составляющего абсолютно большую часть от общего населения, законом Северной Осетии незаконно ликвидированы населенные пункты Терк и Чернореченская. Министерство юстиции Российской Федерации письмом от 30 августа 1999 года признало незаконными действия правительства Северной Осетии по расширению водоохранной зоны и запрета ингушскому населению вернуться в указанные населенные пункты. Но ни власти Осетии, ни органы прокуратуры Российской Федерации никаких мер по восстановлению нарушенных прав ингушского населения не принимают. Многочисленные события, связанные с массовым нарушением прав граждан ингушской национальности, свидетельствуют о том, что в Российской Федерации сформирована и реализуется официальная политика, направленная на ликвидацию государственности ингушского народа, раздачу его крохотных земель соседям и таким образом избавиться от необходимости восстанавливать права ингушского народа на его исконную родину, пригородный район и город Владикавказ. Эта политика не имеет права на существование, поскольку она приносит огромный вред интересам самой Российской Федерации. Надо осознать политикам всех уровней, что реализация безнравственной политики «разделяй, властвуй» несет огромные угрозы национальной безопасности России. России нужны народы, проживающие в мире, добрососедстве и взаимопомощи. Реализация политики подавления жизненно важных интересов ингушского народа не принесет нашей стране никакой пользы. Пригородный район и город Владикавказ являются исконной родиной ингушского народа, и мы никогда не откажемся от них. Руководство Российской Федерации должно было учесть и оценить важные события в Российской империи, к которым непосредственно причастны ингушский народ и его представители. Речь идет лишь о нескольких из них. Первое. Ингушский народ в 1770 году добровольно принял российское подданство и всячески исполнял принятые на себя обязательства. России не пришлось терять своих сыновей для завоевания земель, принадлежавших ингушам. Второе. Ингушские всадники с мужеством и отвагой воевали в составе российских войск против Турции, за что были награждены царскими властями. Третье. Ингуши в составе российской армии участвовали в Японской войне, где прославились доблестью и отвагой.
Четвертое. Ингушский полк дикой дивизии показал себя с самой лучшей стороны в годы Первой мировой войны. Пятое. В годы гражданской войны ингуши встали на защиту советской власти и проявили себя патриотами России. Шестое. В годы Великой Отечественной войны тысячи ингушских воинов ушли на войну против гитлеровской Германии и показывали образцы мужества и героизма. Седьмое. Ингуши с достоинством исполнили свой интернациональный долг в годы войны в Афганистане. И восьмое. В современной российской армии успешно служат ингушские генералы и офицеры, исполняя свой долг перед Родиной. Создается впечатление, что власти Российской Федерации противодействуют реабилитации ингушского народа в знак благодарности, в кавычках, за верную службу России. Подводя итог изложенного выше, хочется сказать, что самоотверженность значительной части ингушского народа, проявленная за последние полгода, показали российскому обществу о правомерности наших требований и безнравственности действий властей. Эти события показали, что ингушскому народу и впредь надо стойко и грамотно защищать свои конституционные права. Особая задача лежит на ингушской интеллигенции. Ей предстоит собрать в единый кулак разрозненные силы патриотичных политиков и юристов и организовать эффективную их работу по соответствующим направлениям. Полагаю, что ингушскому народу следует очень внимательно присмотреться к деятельности депутатов Народного собрания нашей республики. Если у них имеется хоть капля патриотизма, любви к родине и к своему народу, то они должны отменить решения своих коллег, принятые против интересов ингушского народа, и противостоять повторению аналогичных действий в отношении других территорий. 26 лет, прошедшие после образования Ингушской республики, достаточное время, чтобы разобраться в вопросе, кто должен установить границы Ингушетии с соседними субъектами Российской Федерации. Конституционный суд России подтвердил, что границы субъектов должны устанавливать сами субъекты. И если нет согласия в этом вопросе, стороны должны идти не к царю-батюшке, а в суд, где разрешаются земельные споры. События последних 26 лет показали, что у ингушского народа нет помощника, кроме великого Аллаха. Эти события показали, что восстанавливать права ингушского населения, проживающего в пригородном районе и в городе Владикавказе, Северной Осетии, невозможно без восстановления юрисдикции Республики Ингушетия на ингушские земли, незаконно удерживаемые Северной Осетией при поддержке федерального центра. Следовательно, уповая на великого Аллаха, с чистыми помыслами ингушский народ должен восстановить границы Ингушетии, существовавшие до их антиконституционного насильственного изменения сталинским режимом в 1944 году. А для этого надо, чтобы Народное собрание Республики Ингушетия приняло 3 закона о границах с нашими соседями. Реализовать эту задачу мы сможем общими усилиями Совета Тейпов, других общественных организаций, которые у нас здесь работают в республике, и поддержки всего ингушского народа. Дал эту бахву в Аллах.